Академии профессиональных футбольных клубов – это не только социальные проекты, и нужны они не только для популяризации клуба или игры в целом. Это целая система, часть спортивной философии и, что наиболее важно, часть клубной технологии по воспитанию талантов. Пару-тройку лет назад мы мечтать не могли о собственной кузнице талантов. О том, что нужно создавать и развивать свою футбольную школу, говорили давно. Но реальные шаги начались год назад, когда здесь, на окраине Владикавказа, началось грандиозное строительство первой в истории республики Академии футбола. Торжественное открытие прошло в конце августа, и уже тогда было ясно, что планы у руководства и тренерского штаба вполне амбициозные. Прекратится у нас отток наших талантливых футболистов, юных, и все условия для этого у нас в Академии есть. И будем готовить, тренировать для того, чтобы в первую очередь пополняли ряды нашей главной команды, а потом уже и главной команды России, сборной России. Академии футбольных клубов решают несколько задач. Главное – это поиск и развитие талантов, а также подготовка тренерского и методического состава клуба. Учащиеся академии впоследствии смогут пополнить ряды главной команды республики. Чем отличается от других академий? Мне кажется, одно то, что сказано, мы идем на первом месте по выпускникам юных футболистов во всех регионах России. Об этом уже можно даже и не говорить, чем отличается наш регион. Вдобавок к этому академия расположена в курортной зоне, где и свежий воздух, и панорамный вид очень красивый. Отбор в Академию Ланя стартовал еще летом. Он прошел в несколько этапов. На первый конкурсный день съехались ребята со всех районов республики. Юные футболисты выкладывались на все 100. И это понятно, каждый мечтал быть среди лучших. Второй день собрал городских мальчишек, а на заключительном этапе на прицеле у тренерского штаба были футболисты спортшкол. Он у тебя принял мяч, сразу ширина и сразу вперед получаете этот мяч. А вы начинаете назад. Это у нас не регби, слушайте, здесь другие правила у нас. А теперь немного о тренерском штабе. На пост главного тренера Академии был приглашен Владимир Ракунов. Его кандидатуру, говорят, предложили в Российском футбольном союзе. У Владимира за спиной огромный опыт. Он воспитанник Саранской футбольной школы. Карьера Владимира была насыщенной. Первые шаги делал на любительском уровне, затем перешел в профессионалы. В первенствах СССР и России провел 414 матчей, в которых забил 87 мячей. Стоит отметить, что Владимир имеет тренерскую лицензию А, УЕФА. С таким главным тренером воспитанники наверняка получат приличные, хотя, чего скромничать, отличные знания. Главный тренер у нас делает большой объем работы. Сейчас у нас стадия подготовки тренеров. И все то, что обучение тренеров, он как бы и сам обучается, и тренеров обучает. И первостепенно сейчас стоит задача перед тренерами – это наладить подготовку детей и плюс еще вдобавок и учиться самим. На сегодняшний день в России функционирует около 10 футбольных академий, в каждой своя система работы с воспитанниками и даже свои традиции. В сегодняшнем выпуске мы проведем день в футбольной академии Алании и выясним, как готовят ребят и какой системы подготовки здесь придерживаются. Академия расположилась на территории площадью 5 гектаров. Здесь есть 2 футбольных поля, парковая зона и 5-этажный жилой комплекс. Кстати, вид с 5-го этажа просто завораживает. Но по словам директора Академии, строительство на этом не закончено. Для Академии не хватает это 3-го поля и бассейна с тренажерами. И в ближайшее время была поставлена задача построить главой нашей республики построить и бассейн, и тренажерный зал, и 3-е современное поле. Сейчас в распоряжении ребят уже имеется тренажерный зал, учебный класс, комната отдыха. Мне очень понравилась эта идея создания футбольной академии в Осетии, потому что не всегда получается попасть куда-то в другой город или вообще пробиться в футбол. А тут прям никуда даже ехать не надо, есть академия, есть первая команда, в которую нужно стремиться попасть. Ребята, доброе утро. Общий подъем всем.
Учащиеся академии разделены на 5 возрастных категорий. За каждой закреплены воспитатели, дневные и ночные. Именно они объявляют общий подъем и будят ребят, чтобы те готовились к школе. Подъем у нас всегда, каждый день в 7:30. Ребята встали, проснулись. За полчаса каждый мальчишка должен заправить кровать, умыться и быть готовым к завтраку. Как ты, Гришка? Молодец. Илюха? Нормально? Часы одевай. Чего ты в руке несешь? Ребята собраны, кровати заправлены, можно и в столовую отправляться. Пожалуй, к ним стоит присоединиться. Узнаем, чем завтракают будущие звезды футбола. Практически все любят фастфуд и сладости, даже не смейте отрицать. Но здесь в академии со всей вредной едой можно попрощаться. Рацион питания очень строгий. Сбалансированное питание – один из аспектов правильного развития спортсмена. Сейчас попробую на вкус детище местных поваров. Всем приятного аппетита! В столовую мы пришли самыми первыми. Ребята завтракали быстро, не отвлекаясь, чтобы успеть в школу. Транспорт был уже наготове. Буквально через 20 минут мы были в дороге. Обучаются ребята в 17-й Владикавказской школе имени Героя Советского Союза Владимира Зангиева. Уже в скором времени парты в классах заполнились. Ученики сосредоточенно слушали учителя. По словам педагогов, новость о том, что они будут обучать юных футболистов, приняли с энтузиазмом. Правда, понимали, что на первых порах новеньким нужно уделить особое внимание. Это вопрос адаптации детей в новом учебном заведении. Потому что ребята все учились до этого в своих школах, у них были другие учителя, другие наставники, а теперь они оторваны от семьи, от своих привычных учителей. И мы постарались, конечно, сделать все возможное, чтобы этот период адаптации прошел у них как можно быстрее и безболезненнее. Школьная программа, по которой обучаются футболисты, ничем не отличается от обычной. По словам тренеров, ребята должны быть лучшими не только на поле, но и в школе. Они будут привлекаться ко всем олимпиадам, школьным, республиканским, городским и всероссийским олимпиадам. Ко всем проектам, которые у нас происходят, которые мы сейчас реализуем. Это вот социально-психологическое тестирование обучающихся, билет в будущее, ориентированный на будущую профориентацию детей. Они участвуют в этих проектах наравне с нашими обучающимися. Кстати, сами педагоги тоже говорят, что поблажек не будет, и требования с юных футболистов будут такие, как и с остальных. Мы, конечно, помним о том, что они футболисты, что они спортсмены, но хочется, чтобы они получили такое же образование, как и наши дети, не занимающиеся в футбольной академии. Хочется, чтобы их аттестат соответствовал аттестатам всех остальных обучающихся. Поначалу очень было сложно, потому что после тренировок ты бываешь какой-то вялый, и делать домашние задания или учиться бывало трудно. Но сейчас уже вот мы начинаем втягиваться в это все и начинаем привыкать. Сейчас стало полегче. На нас учителя обращают больше внимания, потому что нас отбирали и с нас будут больше требовать, чем с других учеников. Нельзя не отметить и школьную форму ребят. Эмблема родного клуба красуется не только на пиджаках, но и на галстуках. Под каждого ученика форма подшивалась индивидуально. Я бы сам в такой покрасовался. Этот дизайн, он подшивался под каждого. У некоторых костюм черный, у некоторых синий. И вот эта эмблема, это тоже что-то обозначает, это груз ответственности. Нельзя подводить свой клуб. Я когда одел форму, я испытал гордость, потому что на моей груди всегда будет значок Алании. Кстати, если кто-то думает, что в школе ребята могут позволить себе съесть что-то вредное, то ошибаетесь. За их питанием следят и здесь. Точнее, им запрещено есть в школьной столовой. Питаются они исключительно на базе академии 5 раз в день. Помимо завтрака, обеда и ужина, бывают полдник и сонник. У нас свой рацион питания, и нам тренерский штаб запрещает ходить в столовую. Максимум, что можно взять, это обычную воду. И все. Уроки обычно заканчиваются в час. В академию они также возвращаются на автобусе. А дневные воспитатели уже ждут своих подопечных. Вместе с ребятами вернулся в академию и я.
После дороги ребята расходятся все по комнатам, переодеваются и ждут команду на обед от воспитателей. Все строго по распорядку. И ученикам, судя по всему, такая дисциплина только по душе. Мои ожидания оправдались. Все, что я рассчитывал здесь увидеть, я увидел и получил даже больше, чем думал, что могу получить. Обедать нужно обязательно, чтобы подкрепиться перед вечерней тренировкой. В столовой за каждым возрастом закреплен свой стол. На прием пищи все команды приходят по порядку. Кстати, меню для всех одинаковое. Могу сказать одно, что кормят здесь отменно. Стоит отдать должное воспитателям. Общий язык с ребятами они нашли быстро. Они рядом, везде и всюду. Можно сказать, что тренеры заменяют мальчишкам родителей. Кстати, пока в Академии Тихий час, поговорим о воспитательном процессе. В обязанности дневного воспитателя входит сопровождение детей со школы в академию. В академии мы их сопровождаем в столовую по приходу. В столовой мы следим за их дисциплиной, чтобы было соблюдено все по правилам нашей академии. Следим за их внешним видом, чтобы дети были аккуратны, дисциплинированные, всегда приветливые. Воспитатели здесь все как на подбор. Ребята не любят, и дети уважительно относятся к ним. В академии проблем с воспитанниками у нас не возникает. Все детки абсолютно дисциплинированные, они к нам пришли уже все из спортивных школ, поэтому у них уже есть своя закалка, свой определенный режим дня, по которому они строго следуют. Поэтому не возникает никаких проблем с тем, чтобы ребенок тебя услышал, понял, он внемлет. Ну и, как говорится, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. С родителями мы всегда на связи и при необходимости можем позвонить им и пригласить их в академию. Но пока таких вопросов не возникало. Ну и помимо этого у нас есть тренерский состав, который нам очень сильно помогает. Мы можем обратиться по любому вопросу к тренерам, и они могут ответить на любой наш вопрос и помочь в организации определенных моментов по отношению к воспитанникам. Тренер играет огромную роль. У ребят энергии в избытке. Нужно бывает направить ее в правильное русло. Я могу выделить в них то, как они следят за всем происходящим. У нас по 3 тренера бывает на тренировке, каждый следит за своей группой. Очень чутко относятся к травмам, даже если малейший ушиб или что-то, сразу к врачу. И если бывают осложнения, не ходим на тренировки сразу, чтобы предотвратить более сложные травмы. Ну, конечно, времени мало прошло, поэтому говорить о полном взаимопонимании пока не приходится. Понятно, что мы пока притираемся друг к другу. Дети к нам, к тренерам, мы к детям. Но, в принципе, проблем никаких нет, мы достаточно хорошо друг друга понимаем. Алан Агаев, как никто другой, знает, какая должна царить в команде обстановка. У него за спиной огромный опыт. Главное достижение, конечно же, яркие победы в составе Лани в середине 90-х. Правда, эти ребятки не были свидетелями триумфа золотого состава, но об этих успехах они наверняка слышали от своих отцов и дедов. Ну, я думаю, ребята многие знают, по крайней мере, старшие возраста знают точно. Младшие, наверное, тоже ознакомятся скоро с этим. Сам я о себе не рассказываю. Всего в Академии работает 13 тренеров. Каждый имеет опыт работы с детьми. Тренерский штаб у нас подобран очень квалифицированный, все профессионалы, все прошли через большой футбол. Ни одного тренера у нас нет, который бы, не играя в большой футбол, у нас здесь работал. И тренер главный доволен, и, в принципе, и мы довольны. Это те люди, которые прошли большое собеседование, больше 40 человек. Отбор был очень сложный, и на сегодняшний день работают все лучшие тренеры с точки зрения главного тренера. Я вот благодарен тренерам, что они ответственно подошли к ним. Уже не один раз об этом говорю. Просто средства массовой информации не выделяют это. Это все-таки тоже немаловажно. И тренеров похвалить, которые с тобой рядом работают. Потому что тяжелая работа тренера, особенно тренера футбольного. Тренер – это тот человек, который все свои знания и амбиции реализует с помощью своих воспитанников. У него наверняка свое представление игры в футбол и любимые схемы. Все это он может воплотить во время матчей. Конечно, есть
шероховатости, которые нужно исправлять. И я вообще считаю, что каждый день футболист должен над собой расти, он каждый день должен, даже если он там мега какая-то звезда, есть примеры там Роналдо, там, Месси, который, мне кажется, еще сильнее становится. Наставнику в среднем нужно полгода, чтобы выявить все слабые и сильные стороны подопечного и привить им определенную модель игры. Должно быть сочетание качеств разных. Футбол самый сложный координационный вид спорта. Все должно быть вкупе. У кого качества эти как бы соединены, они получаются большими футболистами. Мы смотрим, как они прогрессируют. Каждый день мы заполняем журналы в программе «Юплейдо» о их посещении, о их самочувствии. Они на сантиметр выше становятся, значит, у них координация меняется. Об этом хорошо известно нашему уже специалисту по физподготовке. Он тоже за этим следит. Общая физическая подготовка занимает ключевое значение. Дело в том, что футбол на современном этапе – это совокупность высокотехнической, тактической, специально-физической подготовок. На каждый возраст в соответствии с регламентом по физподготовке развиваются определенные физические качества. У старших уже силовые, молодежь, те, что помоложе, еще развивают координацию, скорость добавляют. Весь тренировочный процесс обговаривается заблаговременно для того, чтобы ученики академии переносили всю физическую нагрузку правильно, могли восстановиться к занятиям и спокойно спали. Футбол в наши дни требует умения игроков быстро переходить от одной схемы игры к другой, а для этого необходима и высокая физическая и психологическая подготовка. Также я периодически подключаюсь к каждой группе, занимаемся мы стретчингом, где-то провожу вводную часть занятия, разминку, растяжку. И мы в соответствии с расписанием я посещаю каждый возраст, чтобы все посещали, чтобы все развивали все качества, которые у нас стоит по плану по тренировочному, чтобы никто ничего не пропускал. За здоровьем воспитанников практически круглосуточно следят врачи и реабилитолог. Любые изменения в работе организма могут влиять на уровень игры футболиста. У нас также есть реабилитолог, он стабильно с нами тоже работает. Он даже, можно сказать, здесь большую часть времени проводит, я здесь у него больше на подхвате, там, а на поле и у старших возрастов, где мы занимаемся силовой подготовкой, мы занимаемся здесь вместе с ним. Основная задача главного реабилитолога – это восстановление ранее утраченных функций, полученных во время игры, либо в тренировочном процессе. Последующая его реабилитация, введение, индивидуальные занятия, общее укрепление и по возможности быстрое восстановление, возвращаем в команду к тренерам. Работы с лихвой хватает и психологу. Зачастую успех спортсмена напрямую зависит от его морального состояния. Моя задача как психолога – это по возможности минимизировать стрессовые какие-то ситуации, научить детей справляться со стрессом, так как и тренировки, и соревнования – это же все стресс. И чтобы они научились с этим справляться, здесь уже моя помощь будет необходима. Ежедневно Залина проводит различные тесты для ребят, которые в свою очередь с большим интересом выполняют задания. И в школе я с ними бываю, и здесь в быту, как они живут, как они общаются друг с другом. Все это берется на заметку. И тестирование тоже уже начала проводить, которые помогут уже выявить какие-то сильные и слабые стороны темперамента, психики, личностных каких-то качеств детей. После разговора с Алиной Кубатиевой даже мне психологически стало легче. С хорошим настроением отправляюсь дальше знакомиться с академией. После крепкого сна ребята отправляются на полдник, все в предвкушении тренировки. Но перед этим нужно обязательно сделать домашнее задание. Ученики собираются в учебном классе и дружно занимаются под чутким вниманием воспитателя. А есть и те, кто продолжают отдыхать, мол, на дом ничего не задали. Движемся дальше. После занятий ребята плавно начинают готовиться к самому желанному, к тренировке. Кто-то выходит чуть раньше, кто-то чуть позже. Два поля делят на несколько участков, чтобы всем хватило места и было комфортно. Каждая группа занимается под строгим контролем наставников. Главный тренер Владимир Александрович присутствует на каждой тренировке. В детском и юношеском возрасте организм человека находится еще на стадии формирования. Упражнения могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние. Поэтому для правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать возрастные особенности футболиста.
В первую неделю пребывания в академии мне сначала было сложно, нагрузка была большая, тренировки были непривычные. Но потом я смог адаптироваться и было гораздо легче, чем раньше. Честно сказать, для меня нагрузка проходит нормально, стабильно. Я практически не испытываю каких-то тяжелых нагрузок. Пока все дается легко. Тренер, приступая к планированию, должен видеть четкую перспективу работы. Учитывая задачи, составляется график, интенсивность тренировок и утверждаются виды упражнений. Что мне бросилось в глаза, так это инвентарь. Он в академии соответствует всем современным стандартам. Сам тренировочный процесс бывает разбит на несколько этапов. Упражнения на координацию, скорость мышления и технику. Отрабатывают все поочередно. Мы приходим, берем мячи в парах, начинаем играть. В пасы играем, передачи длинные делаем. Потом тренер ставит фишки. Мы начинаем играть в пас, комплекс пас бывает. Потом чуть-чуть физическая нагрузка, там эстафеты, старты всякие. Потом чуть более сложные упражнения, там пас, удар, обводка. И в конце играем в футбол. Иногда бывает за 30 минут до тренировки мы приходим в зал. Там у нас растяжка бывает с тренером по физподготовке. Потом мы приходим на поле, переодеваемся, берем мяч на пары и передачи делаем 5, 10, 15 метров. Взаимодействие в парах, акцент идет на это. Передачи, там, забегания, стеночки и всякое такое. В середине тренировки тренер поставит уже фишки, скажет задание. Там, в основном бывает квадрат, передачи и диагонали. Развивающие и нападающие заходят в штрафную зону, подача и реализация. В конце тренировки, когда все прошло, ставят ворота, зовут вратарей и играем в футбол. Потом подводят итоги, как тренировки. В конце тренировки по кругу пробежались, потянулись и все, на конец тренировки. Пока одни работают над растяжкой, вторые уделяют внимание координации, другие оттачивают технику паса. Вратари работали по своей программе. И знаете что? Я не заметил ни одного недовольного выражения лица. На тренировке царит только и только позитив. Наблюдая за тренировками, возникла мысль, а почему бы и не присоединиться к ребятам? С разрешения директора Роберта Витарова быстро переоделся и через 5 минут был на поле. 17:30, время тренировки. Поехали. Тренировка подходит к концу. И несмотря на мои 10 лет футбольного прошлого, сегодня я очень устал. Спасибо ребятам за тренировку. Последними с тренировки уходили ребята 2006 года рождения. Тренировка завершилась, что нас сейчас ждет дальше? Дальше у нас по номерам, купаемся, ужин. А потом отдых. Сегодня ребята молодцы и меня порадовали своими оценками, своим поведением в школе, а также желанием во время тренировочного процесса. Так что они сегодня заслужили хороший отдых. Они будут играть в PlayStation. А вы можете с уверенностью сказать, что ребята с каждой тренировкой прогрессируют? Могу, это на самом деле так, но то есть если сопоставлять буквально еще какие они были 2 недели назад и сейчас, то разница большая, но мы идем небольшими шагами, но уверенно. Довольны сегодня тренировкой? Да. Я сегодня молниеносно играл, там вообще не пробить было. А кто забил больше голов? Я 5 забил. Сколько забил? Я 7 забил. Сейчас ребята будут пока что готовиться к ужину. Сколько у нас времени до ужина? 30 минут. 30 минут. То есть через 30 минут мы должны быть в столовой, правильно?
Наравне с ребятами проголодался и я. В полном составе мы отправились ужинать. Сейчас мы находимся на приеме пищи, и Альберт расскажет, что у нас сегодня в меню. Сегодня у нас салат, гречка, подлива и мясо, ну и чай, конечно. Ага, а сам что больше любишь? Ну, конечно, кашу, гречку. Все, я тебя не задерживаю, приятного тебе аппетита. Плотно поужинав, мы вернулись обратно на этаж. Ребята получают телефоны и звонят родителям. Им можно даже поиграть в приставку и, конечно же, фифу. Другие игры им даже не интересны. Ну а после воспитатель собирает всех ребят для беседы и подведения итогов дня. Указывает на ошибки, объявляет план действий на утро. Дальше подготовиться. Завтра мы выходим, завтракаем, поднимаемся сюда наверх, одеваем обувь. Понятно, что все были готовы завтра, как обычно, только чуть пораньше. После беседы ребята сдают телефоны и отправляются в столовую подкрепиться перед сном. На сонник у ребят какао и булочки. Дружно спустились, дружно поднялись. Ну а теперь подготовка ко сну. Тренерский штаб Академии, можно сказать, делает первые шаги в работе с будущими звездами самого популярного вида спорта. Каждый день, каждый час юные футболисты без устали работают над собой. Без лишней скромности скажу, все ребята и наставники максималисты. А как иначе? Ведь нужно поддерживать статус маленькой Бразилии. И я верю, что буквально через несколько лет о воспитанниках Академии Алания узнает весь мир.